предлагаем вашему вниманию авторскую программу Салтанат Ермековой «Великая музыка Великой Степи». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу очередную передачу. В сегодняшней передаче мы продолжим рассказ о выдающемся казахском кюйше, гениальном музыканте Курмангазы Сагырбаевой. Оказавшись на свободе и благополучно добравшись до Жиделя, Курмангазы остановился у своего друга Жалеля, который принял кюйши, как всегда, с распростертыми объятиями. Однако на лице друга Курмангазы прочел какую-то скрытую тревогу и сразу угадал, что в семье произошло несчастье. Он в упор задал вопрос: «Если случилось что-нибудь в моем доме, и если ты мне друг, скажи откровенно, я встречу любую беду стойко, как подобает мужчине». Жалель сообщил ему, что отряд уральского войска третьего дня увел как заложницу жену Курмангазы Ауэс вместе с грудным сыном Казием. Курмангазы, не теряя ни мгновения, отправился к табуну соседнего бая и, поймав нужной мертвой петлей 2 коней, поехал в погоню. Через 3 дня, расспрашивая встречных табунщиков и пастухов, Курмангазы напал на след отряда. И вот поздней ночью он увидел перед собой отдыхающий отряд. Полнолуние мешает Курмангазы подойти к нему, и он ползет по-пластунски со стороны луны, чтобы подкрасться незамеченным. Кюйши увидел, что солдаты крепко спят, пустив коней пастись и собрав винтовки в козлы. А Ауэс сидит с ребенком на руках и, видимо, дремлет. Он тихонько свистнул. Ауэс мгновенно проснулась, а, услышав повторный свист, она накрылась темным халатом и, дав грудь Казию, чтобы он не плакал, пригнувшись, пробралась к мужу. Курмангазы отвел ее к коням, а сам подполз к винтовкам и взял одну из них на всякий случай. Встав рано утром, солдаты увидели, что Ауэс с ребенком исчезла. Они искали ее в окрестностях и расспрашивали пастухов, которые ничего им не сообщили. Вернувшись в Уральск, начальник отряда подал рапорт, что на таком-то месте сбежала жена Курмангазы с ребенком, и их, видимо, съели звери, поскольку в этих пустынных местах она пешком не могла бы уйти далеко. Этот эпизод стал темой кюя Курмангазы «Бухтым-бухтым», что означает «бежать, пригибаясь». В начале 60-х годов правителем Ногайского и Кызылкуртовского родов назначается выдающийся кюйше Даулеткерей Шигаев по прозвищу Бапас. Это событие несколько изменило положение Курмангазы. Правда, первая встреча Курмангазы с Даулеткереем ничего доброго для кюйши не принесла. Даулеткерею, воспитанному в тепличной обстановке, Курмангазы на первый взгляд показался человеком чрезмерно грубым, совсем не знающим общепринятых норм обычного степного уклада. То, что Курмангазы не может слова сказать без упоминания имени Исатая Махамбета, также не могло понравиться родичу хана Джангира Даулеткерею. А неугомонный Курмангазы частенько цитировал Махамбета и именно те места его песен, где он высмеивает хана Джангира.
Тем не менее, известное чувство уважения Курмангазы, видимо, побудило Даулеткерей сделать первый шаг к примирению. В один прекрасный день несколько аксакалов и джигитов из рода Кызылкурт, в том числе Курмангазы, приезжают в аул Даулеткерея для того, чтобы разрешить какие-то земельные споры. В перерыве между переговорами Курмангазы со своим учеником Кукбалой играет кюй, и Даулеткерей не может не отдать должного мастерству Курмангазы. Под впечатлением услышанного Даулеткерей, сам незаурядный дамбрист и композитор, удовлетворяет просьбу кызылкуртовцев и после этого оставляет Курмангазы с Кукбалой у себя в гостях, чтобы еще послушать их игру. Он видит в Курмангазы выдающегося исполнителя и сочинителя. До глубокой ночи Даулеткерей и Курмангазы сидят друг перед другом, исполняя свои кюи. Приближенные Даулеткерей недовольны. Они считают, что Даулеткерей, белая кость, не должен становиться на равную ногу с каким-то Курмангазы. Со своей стороны Курмангазы высоко оценивает замечательное искусство Даулеткерея Бапаса. После одного кюя, исполненного им, Курмангазы спрашивают, что это за кюй. Очень уж он певучий. Даулеткерей объясняет, что он играл свое сочинение «Булбул» «Соловей». Курмангазы тут же пробует сочинить новый кюй на тему Булбула и говорит Бапасу, что это новый Булбул, рожденный от его соловья. И тогда Даулеткерей восклицает: «Это не Булбул, а Булбулдан Хоргора», что не поддается точному переводу. Хоргор – восклицание, в данном случае выражением высшей похвалы. Даулеткерей хочет сказать, что Булбул Курмангазы несравненно лучше его Булбула. Даулеткерей и раньше не всегда соблюдал свой чин правителя и много времени уделял дамбре. Теперь же, то есть после встречи с Курмангазы, он начинает разъезжать вместе с ним по аулам. Однажды они вдвоем приехали в аул знаменитой дамбристки Айжанхоз. Она была дома. Несмотря на существовавшее тогда феодальное закрепощение женщин, Айжанхоз держалась свободно, бывала там, где бывают мужчины, на тоях, играх, состязаниях. Народ ее уважал, и ее поведение казалось слишком свободным только немногим представителям знатной верхушки или людям сугубо религиозным. Айжанхоз радушно принимала гостей, тем более, что они были ее товарищами по искусству. По просьбе Бапаса Айжанхоз сыграл несколько старинных кюев и только после долгих уговоров со стороны старших кюйше согласилась исполнить свой собственный кюй, носящий в народе ее имя. Восхищенный ее искусством, Курмангазы берет дамбру и сочиняет в ее честь и в знак своего теплого отношения к ней новый кюй. Курмангазы хочет оставить память о казахской девушке-дамбристке, которая, вопреки своему бесправному положению, развивает народное искусство. Курмангазы хотел дать своему кюю название, достойное замечательной девушки. И в это время молчавший до сих пор Бапас сказал, что кюй, сочиненный Курмангазы, во всем подобен судьбе Айжанхоз, и предложил назвать его «Айда Булбул Айжанхоз». Так трое кюйши создали новый кюй, который остался в народе как память о их творческой встрече. В деле развития народной музыки такие встречи играли громадную роль, заменяя собой современные нам виды обмена творческим опытом. Курмангазы очень понравился кюй Даулеткерея Бапаса «Жгер» – «Энергия». Так же, как это было с Булбулом, Курмангазы сочинил свой кюй на тему «Жгер». Бапасу очень понравилась эта новая работа кюйше.
Разумеется, эти одноименные кюи, благодаря особенностям творческих индивидуальностей и исполнительских приемов Даулет-Кирей и Курмангазы, имеют не только общие, но и значительные различия. Великая музыка великой степи. Вы слушаете авторскую программу Салтанат Ермековой. В конце 60-х годов Курмангазы несколько дольше, чем обычно, остается в Жиделе. Это стало возможным и благодаря известному покровительству со стороны Даулет-Кирея Бапаса. Человек авторитетный в кругу властей, он по мере сил защищает Курмангазы. Акбаев и ему подобные, несмотря на всю свою озлобленность против Курмангазы, не осмеливаются теперь трогать его открыто. И все же в одну темную ночь Акбаев послал своих приспешников и приказал им угнать Сары-Ата. Курмангазы приехал к Акбаеву просить вернуть ему коня, но Акбаев не только не возвратил по краже, но и оскорбил Курмангазы грубыми словами. «Зачем тебе аргамак, когда твоя черная, как смола, дырявая кибитка заменяет тебе небосвод со звездами? Тебя надо назвать Хурумбай, потому что твоя кибитка накрыта куровым киизом, черной от копоти кошмой». Распалившись злобой, Акбай даже бил Курмангазы, а Курмангазы молчал и терпел, чтобы не вызвать новых осложнений в своей судьбе. Тогда на него напали джигиты Акбаевы и избили до потери сознания. Только глубокой ночью Курмангазы очнулся и убежал, поклявшись отомстить врагу. Несколько дней Курмангазы лежал больной от побоев, но, встав на ноги, направился прямо к табунам Акбаева и среди бела дня угнал 50 лошадей. Никто не осмелился гнаться за ним, и Курмангазы сочинил по этому поводу песню, в которой высмеивает Абу-Бакира Акбаева, а себя называет Хурумбаем. Согласно народной молве, Акбаев послал на розыски Курмангазы 26 старшин, а еще позднее его ищут 7 правителей и 80 старшин. Все старшины сообщают, что на их землях Курмангазы не появлялся, так как все они укрывают Кюйши. Курмангазы же сообщил Акбаеву, что он жив-здоров и ждет, когда Акбаев вернет ему Сары-Ата. Тогда, мол, и он, Курмангазы, тоже отдаст ему его лошадей. Акбаеву пришлось согласиться, и они обменялись конями. Но неотвязный как тень Акбаев не оставил Курмангазы в покое. Он подкупил одного из старшин по имени Сарыкул Лайлаулов и при помощи его схватил Курмангазы. Они вместе составляют мировой договор, в котором Курмангазы, как общественно опасный человек, от имени якобы всего народа присуждается к ссылке в Иркутск. До Саратова Курмангазы везут на телеге, запряженной сивым куцым конем. В дороге Курмангазы сочинил кюй «Бовшулак» сивый куцый, в котором в образе куцого сивки, безжалостно избиваемого кнутом, говорит о своем бесправном положении. В иркутской тюрьме Курмангазы находился около года. Держали его очень строго, нельзя было даже надеяться на побег. Там Курмангазы сочинил свой кюй «Телезидень Есыктен». Ни из окна, ни из двери. Однако Курмангазы обратил внимание на одного из надзирателей по имени Алексей. Ему понравился ласковый взгляд Алексея. На ломаном русском языке Курмангазы рассказал Алексею свою историю. Алексей прослушал его с большим вниманием и сочувствием. А однажды, когда предстоял выход заключенных на работу за город, Алексей предупредил узника, что представляется удобный случай для побега. И Курмангазы снова сбежал. В течение долгого времени день и ночь шел Курмангазы пешком и, наконец, добрался до границы казахской земли. Несколько дней он отдыхал в незнакомых аулах, играл на домбре и пел, восхищая своих слушателей. А заработав своим искусством коня, он переезжает в Сары-Арку и горы Алатау. После долгих скитаний возвращается Курмангазы в Букеевскую Орду. Он застает единственного своего сына Казия больным в постели и очень тяжело переживает это. И даже когда Казий наконец выздоровел, Курмангазы, истомленный всем пережитым, долго не мог прийти в себя. К тому же Курмангазы мучила бедность. Подходят к концу 70-е годы. К этому времени многих недругов Курмангазы уже не было в живых. Курмангазы чувствовал себя более или менее свободно. Но однажды посыльный снова вручил Кюйши повестку от местного старшины. В тревожные часы неизвестности, тоскуя и беспокоясь, он сочинил кюй под названием «Повестка». Старшина встретил Курмангазы весьма недружелюбно и отправил его к астраханскому генерал-губернатору, который арестовал Кюйши и посадил его в тюрьму. Там Курмангазы познакомился с калмыцким батыром Саранджапом, сидящим за то, что он не поладил с ханом. Они быстро дружески сошлись, а через некоторое время вместе убежали из тюрьмы и 2 месяца скрывались у подрядчика и дамбриста-любителя Ергалия Ещанова.
Правитель Махаш Бекмухамедов, узнав, что у Ильичанова скрывается прославленный Кюйши, пригласил его к себе в гости. Курмангазы бесстрашно приехал к Бекмухамедову, хотя и не имел особых оснований вполне ему доверять. Но Махаш попросил Курмангазы ни о чем не беспокоиться и играть свои кюи, сопровождая их объяснениями. По преданию, Курмангазы сыграл Махашу 60 кюев, один лучше другого, один глубже другого. Курмангазы в песнях изливал свое горе, а Махаш слушал его с большим вниманием, ибо высоко ценил искусство Курмангазы. Тронутый искусством Курмангазы, Махаш пишет отношение к астраханскому генерал-губернатору о том, что он, правитель Махаш Бекмухамедов, ручается, что Курмангазы никому не сделает вреда, и просит генерал-губернатора прекратить дело о Курмангазы. Так, благодаря старшине Махашу Бекмухамедову, Курмангазы получил белый паспорт, Ах-паспорт, и в дальнейшем мог жить спокойно. Кюйши переселился в урочище Сахма, близ рыбного промысла Шайтани-Батага, и жил там постоянно, занимался охотой и передавал свои кюи ученикам. К 1888 году он приезжает в Бекетай-Кут к Дине Нурпиисовой с намерением передать ей свои новые кюи. «Возможно, что это последняя наша встреча», — сказал он, и не ошибся. Он действительно в последний раз видится с Диной. В Сахме Курмангазы под впечатлением кюев домбриста Туркеша сочиняет свои кюи Терс-Кахпай и Байжума. На левом берегу реки Урал в эту пору жил прославленный Акын Кашаган, который, несмотря на свою бедность, пользовался большим авторитетом в народе. Кашаган любил и понимал домбру, и Курмангазы поехал, чтобы встретиться с ним и объединить свое искусство композитора с его искусством поэта. На основе новой поэмы Кашагана, посвященной наводнению и названной Кобых-Шашкан «Бушующий вал», Курмангазы сочиняет одноименный кюй, рассчитывая, что народ правильно поймет смысл заключенных слов поэмы Кашагана. Есть версия, гласящая, что Кобых-Шашкан – последнее произведение Курмангазы, что больше он уже ничего не создал, всецело поглощенный заботой о передаче своих творческих богатств в надежные руки учеников, которые закрепят и донесут их до потомства.
Великий Кюйши Курмангазы умер в 1889 году на урочище Шайтени Батаха и похоронен на Албасты-Тобе, который ныне называется Курмангазы-Тобе. На этом мы заканчиваем наш рассказ о великом казахском кюйше, гениальном композиторе Курмангазы Сагарбаевла. Передачу подготовили саунд-дизайнер Шинар Худжаева, вела передачу этномузыковед Салтанат Ермекова. Передача была подготовлена по книге академика Ахмета Куановича Жубанова «Струны столетий». До новых встреч! В Великой Степи всегда звучала великая музыка. Еженедельная авторская программа Салтанат Ермековой.